Приветствую вас, дорогие телезрители! В эфире программа News on Air, и с вами я, Мария Кардашевская. Ну что, давайте начнем. Интересное и колоритное событие отметили в Томмоте. Наша компания впервые масштабно провела национальный эвенкийский праздник Бакалдын. О площадке дружбы расскажут наши коллеги. Многонациональна наша республика, и у каждой народности свои традиции и свои праздники. Сегодня в Томмоте проводится праздник Бакалдын. Бакалдын – это праздник солнцестояния у эвенков. На эвенкийском языке он обозначает «встреча». Празднуется данный праздник в момент, когда распускаются почки сосен и всю ночь кукует кукушка. Организовали праздник Томмотский культурно-этнографический центр и национальная вещательная компания «Саха». Среди гостей были представители поселка Хатыстыр, села Угино, поселка Угаян, поселка Немныр и города Алдан. Все с радостью приехали праздновать нынче впервые в вот таком масштабе с помощью НВК. Они нам помогают. Эвенки имеют очень обширную территорию проживания от Китая до Западной Сибири. Культура, одежда и наречия имеют небольшие, но характерные отличия для каждой местности. Вырос вообще в томмотских лесах, вокруг Томмота. Тогда родители мои были с оленями, хозяйство держали. Вот Крумкан и прочее, это мои родные места. Как и на любом празднике, каждая хозяйка постаралась представить изыски своей кухни. Из национальных были блюда из оленины, дичи и рыбы. И не только. Дело в том, что оладьи и блины – это русское национальное блюдо. Я русская, вятская. Оладьи делаются очень даже просто и быстро. Это оладьи на горячем кефире. Я даже приготовила рецепт. Конкурсы на лучший национальный костюм, национальное блюдо сменялись номерами художественной самодеятельности и приглашенных артистов эстрады. У меня просто замечательное настроение. Я очень рада здесь присутствовать и всех видеть. Я узнала о празднике из социальных сетей, раскидывали по группам города Томмот. Я заинтересовалась и решила прийти посмотреть. Я впервые увидела выставку эвенкийских промыслов, одежды и поделок. Особо захватывающими и зрелищными стали эвенкийские спортивные состязания. Сегодня мы показывали обряды, и я не показала самый главный обряд Йолловка. Когда маленький ребенок рождается, они приобщают этого малыша к своему огню. Они кантово. Ты не считай его чужим, это наш дядя. Праздник на Томмотской земле, несмотря на то, что проводился впервые, получился ярким, интересным и колоритным. Помимо большого количества горожан, на празднике собрались более 200 гостей. Роман Сливкин, Игорь Тупицын, Ренат Нахиев, Томмот. Тем временем аймиконцы вовсю готовятся к проведению праздника Солнца. В селе Томтор в этнокультурном комплексе Көмүскүрө пройдет 16-й Гэ-Холонхо. Там устанавливают традиционное дерево аллукмас, плетут из конского волоса салама, шьются национальные костюмы. Все работы планируется завершить к 20 июня, а сам Гэх пройдет 1 и 2 июля. Ну а в столице республики главный праздник народа Саха мы будем отмечать уже совсем скоро. О том, как идет подготовка к этому дню, расскажет Марфирина Алексеева. В одном из больших цехов столицы пошивом национальной одежды к празднованию занялись уже с начала года. Первым делом закупают материал. Различные полотна высокого качества подбирают с разных концов страны и даже за ее пределами. Так как ИСЭХ выпадает на знойные дни лета, ценятся материалы на основе льна и хлопка. А для любителей фактуры, формы и переплетения рельефа на ткани закупаются жаккардом. Также особое внимание уделяется новшествам в моделях. Например, в этом году это многоэтажный холодай. Мы каждый раз выставляем новые модели, новые виды тканей. Допустим, вот шили из турецкого жаккарда платье с трехэтажным байбара. Вот такое красивое платьишко разных расцветок. Есть темно-синего, голубого. Есть вот из турецкого хлопка тоже вот трехэтажное платьишко красивое. Можно отметить, что в последние годы заказчики предпочитают более спокойные, природные, даже постельные расцветки, когда как раньше шились платья ярких и пестрых цветов. Интересный факт – пошив платья портные всегда начинают с манжетов. Манжет, на манжеты рюши, кружева, подготавливаем рукава, потом кокетку.
Кокетку закончили, начинаем собирать. На кокетке этажи, вот эти байбара начинаем. Ага, вот, например, вот это платье состоит из 3 байбара. Всего в цехе работает 30 мастеров по пошиву. Помимо холодая, они отшивают мужские камзолы и детские национальные костюмы. Популярны среди населения и аксессуары. Это ажурные зонты, традиционные коврики, сидушки. Поступают и эксклюзивные заказы. К примеру, сегодня это полотно, на котором большими золотыми буквами вышито Саха-Сире и герб Якутии. В готовом виде 2×2 он карта нашей республики. Ее вышивали все клубные формирования нашей республики. Это они вышили так, что как видит свой район. Кто вышивал, кто шил, кто это. Это мы должны все вместе соединить и презентовать 17 июля, в День единого фольклора России. Напомню, Исех Туймада пройдет 24 и 25 июня в местности Юсхатын в городе Якутске. В этом году он пройдет под девизом «Якутск – город трудовой доблести». Во время Исеха по традиции состоятся состязания по национальному многоборью, игры дыгына, конные скачки и обширная культурная программа. И о спорте. В минувшие выходные в Якутске завершился финал комплексной спартакиады учащихся республики «Спортивные якутяне». За звание лучших боролись более 1400 юных спортсменов из 32 районов республики. Впервые после 5 лет перерыва в Якутске состоялся финал спартакиады учащихся «Спортивные якутяне». Обряд зажжения огня спартакиады традиционно прошел в доме Арчи. По решению главы республики Арсена Сергеевича с прошлого года в декабре было принято решение о возобновлении этой спартакиады среди школьников. И мы с большим воодушевлением и в целом жители, население, система образования встретила это решение. 6 июня огонь спартакиады торжественно пронесли по стадиону Туймады и зажгли в чаше. Побороться за звание лучших приехали 1300 юных спортсменов из 32 районов республики. Возрождение спартакиады учащихся для них стало большим стартом. В нашей республике всегда уделялось большое внимание детскому спорту. Хочу заверить вас, что эта политика будет и дальше продолжаться. Ранее состоялись отборочные этапы, в которых по всей республике участвовали более 63 тысяч школьников. В школах, а затем в муниципальных районах и городских округах ребята состязались по 27 видам спорта, из которых 9 вошли в финальную программу. Очень волнительно. Иногда волнение подводит очень сильно, и надо собраться и показать хороший результат. В первый соревновательный день в Центре спортподготовки «Триумф» прошли соревнования по вольной борьбе. Соревнования собрали почти 300 юношей и около 50 девушек. Если борьба среди юношей проходила по 13 весовым категориям, то девушки оспорили 4 комплекта медалей. Больше всех золотых медалей в этот день сумели завоевать борцы из столицы Якутии. На их счету 6 высших наград. По 2 медали таких же степеней забрали спортсмены Амгинского, Сунтарского и Ханкаласского улусов. К этим соревнованиям я готовилась месяц и выиграла 2 схватки. И сейчас буду бороться в финале за 1 место. Более 150 школьников сошлись за теннисными столами в спорткомплексе «Мадун». Прошли командные соревнования и квалификационные встречи в одиночных матчах, парные игры и финалы в личном зачете. Среди юношей выступило 20, а среди девочек 21 команда. Сильные игроки Мегина Кангаласского улуса, Нерюнгри, вот они сильнейшие у нас. И у девочек тоже Верхневилюйский улус, Мегина Кангаласский, Нерюнгри тоже могут удивить. Ну, тут все на одном уровне, так сказать. А в спортзале главного учебного корпуса СВФУ прошли соревнования по бадминтону. Это новый вид, его впервые включили в программу спартакиады. В нем участвовали 15 команд и 70 спортсменов, которые оспорили медали в одиночном, парном и командном первенствах. Веду сама тренировки настольного тенниса, и там же для разнообразия добавили бадминтон. Вот. И ребята неплохо играют, но для первого раза, я думаю, это хорошо. Так что у нас еще все впереди.
Волнение и радость состязания, ожидание успеха и страх поражения. Такие противоречивые эмоции сопровождают участников финальной части спартакиады учащихся. Ведь она послужит одним из этапов отбора в сборную Якутии на предстоящие игры «Дети Азии». Мария Кардашевская, Семен Семенов, Якутск. Тем временем на ипподроме этнокомплекса Үс-Хатын провели конные скачки на призы главы республики. Всего состоялось 3 забега. 16 скакунов стартовали на дистанции 2400 метров. Среди участников забега были известные скакуны из Мегино-Кангаласского, Чурапчинского и Сунтарского улусов. В итоге с каждого забега отобраны по 3 участника, которые показали лучшие результаты. А победителем скачек стал скакун Крит. Также состоялся турнир на призы пропагандиста конного спорта уроженца Мегино-Кангаласского улуса Иннокентия Свинобоева. И на этом у нас пока все. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на телеканале Якутия-24 и будьте в курсе всех событий. С вами была Мария Кардашевская. Увидимся в эфире.